Карабах, все они наши, как сказать, ну, если по исламу, то у нас по исламу не должно быть кумиров. Это наши лидеры, наши герои. Иншаллах, как и все другие, кстати, и азербайджанцы, которые пришли нам помогать. Иншаллах, они шахиды. Kindly, иди к до. Как раз я тут проверку сначала делал звука. Вот. И сейчас мы начнем по всем событиям последним. Василий Долгтрев, доброй ночи, спасибо. Приятно видеть тебя, дорогой. Канди, ты дворец Путина. Сколько у него этих дворцов? Может, наверное, посчитаем бункеры Путина. Нохчу, нохчимата яздина, ола с нохчимата жоплаун, ола версимата лудоси жоп. Алейкум салам, Тур. Вот, по поводу, вот, Нохчо спрашивает, по поводу того, что произошло дома в Чеченской республике Ичкерия. Вот, там убили парней, чеченцев. Тот режим, который называет себя властью. Буквально недавно они там чуть ли не клялись, что все там покончено с сопротивлением и так далее, и так далее. А сегодня появляется вот обратно высказываются, мол, провели они антитеррористическую операцию, даже видео тут гуляло. Алейкум салам. Ну, то, что я видел там, это было обычное издевательство, и издалека постреляли, убили этих парней. Еще неизвестно, как их убили, это я не знаю, не могу сказать. Вот. И потом уже расстреливают тела убитых из пулемета. Герои. Секрет Трампетер. Здравствуйте. Что вы думаете про отравление Навального и то, что его хотят посадить? Ну, я лишь надеюсь на то, что в России появится такой человек, который будет думать о своем народе. И, конечно, будет строить добрососедские отношения со своими соседями. Пусть это будет Навальный или другое, без разницы. А про отравление, ну, человек выздоровел, он вернулся обратно в Россию. Вот. Ну и как мы знаем, его посадили сейчас, поймали, посадили. Ну, посмотрим, что будет, что выйдет из этого. Алейкум ассалам, грузин. Рагнар. Так, из Литвы тоже люди. Лабас вакарас. Это по-литовски добрый вечер. Вот. Приятно видеть вас. Монти Бернс, Анзор, твое мнение по поводу Джамата, гибели Хамзата Батюкаева. Я не могу сейчас конкретно говорить, как он погиб. Я видел кусок видео, где они якобы его убивают. Еще не ясно, может, они в их руках были, потом их убили. Ну, я вообще говорю.
А то, что я видел, они расстреливают тела уже убитых из пулемета. Вот. Буквально недавно они говорили, что в Чечне, как они говорят, нет таких людей, которые сопротивляются или совершают какие-то акции. Но сегодня оказывается, что есть. Алейкум ассалам, ва баракатуху. Ну, конец. Алейкум ассалам, ва баракатуху. То, что их по новостям, на новостях показывают, все одно ложь и обман, построенный спектакль кремлевской и путинский, и так далее, и так далее. Ну, абсолютно верно. В России нет таких средств массовой информации, которые говорит правду. И не будет сегодняшней путинской России. Там ложь и обман, зомбирование людей. Вот. Ну, сплошное вранье, скажем так. Ну, Артур, я тоже так думаю, что будут терпеть и продолжат так же. Я думаю, мне кажется, что, и даже не то, что кажется, а даже то, что я вижу, что россиянам им все равно, что происходит, считается с ними или не считается. Вот. Мы это даже помним по событиям в Чеченской республике Ичкерия, когда их, скажем так, военнослужащие умирали, убивали их тысячами, десятками тысяч. Им тогда тоже было все равно. Молчали. Алейкум салам. Джахар Дудаев, алхамдулилlah, все хорошо. Все по воле Аллаха. Еще раз насчет Навального. Он ни русским, ни Кавказу добра не принесет. Я тоже как-то думаю, что если даже Путин уйдет, придет какой-то хороший человек. Я уже начал сомневаться в этом, потому что, вы помните, при Ельцине мы даже говорили, вот ушел бы Ельцин, да, вдруг придет нормальный человек. Нет, пришел еще хуже. Поэтому мы к любому повороту готовы, но очень надеемся, что во главе России будут люди, которые будут в первую очередь хотя бы думать о своем народе, и строить хорошие добрососедские отношения со своими соседями и желать им мир, и избегать всяких конфликтов, войн. Kindly. У них, вот ты пишешь, надеюсь, что с 23 числа в Москве начнутся бессрочные митинги, и бункерного деда со своей собакой из юрта посадят в тюрьму надолго. Но я очень скоро, мне кажется, изображение тут тормозит чуть-чуть. Ну, у россиян есть шанс все изменить. Это все в их руках сегодня. Пусть выходят. Вот, требуют правды. Мансур Тари, алейкум салам. Манзор и братья Аль-Кавтыр, пусть Аллах покарает вас. Иншаллах. Алейкум салам, Умар.
Павел и К. Против этих паразитов надо вести активную борьбу. Я не знаю, кто ты, ну, я имею в виду по национальности, без разницы. В данном случае паразиты есть паразиты. Надо какую-то дезинфекцию сделать, что ли, против этих паразитов. Ну, борьбу надо проводить всегда. Нельзя сдаваться, нельзя закрывать глаза. Будь это русские, будь это чеченцы, кавказцы. Вот. Борьбу надо вести. Я имею в виду в информационном плане. Адам Отцо, Аллах рейсвы, алейкум салам. Массо гусаптаг, вал, далалаш. Майнсвипер. Ну, очень интересный вопрос. Анзор, как относился ваш отец к Звияду Гамсагурдия? Знал ли он его лично? Скажем так, в то время, да, он знал его. И ну, в плане общения, я не знаю, что за общение было. Ну, конечно же, то же самое, как какое было общение с Джахаром Дудаевым из Гамсагурдия, то же самое, скорее всего, да. И я прекрасно помню, как похороны Звияда Гамсагурдия, как отец Аслан Масаду готовил вот этот парад, скажем так, организовывал это и организовывал похороны в тот день. Организовывал. Я сам стоял среди людей в то время. Так, секунду, мне кажется, со звуком тут проблемы. Сейчас секунду. Так. Угу. Далее. Вата Каратель. Нормальный был Немцов. Больше нормальных не осталось. Ну почему? Остались люди нормальные. Немцова, кстати, я видел здесь, в Норвегии. Встречался с ним, разговаривал. И этот разговор мне понравился. Его отношение. Вот. Он прекрасно понимал, что происходит у нас в республике. И говорил, что происходит и происходило в то время, то есть в самой России, потому что то, что происходило тогда, это было, я точно не могу сказать, скажем так, 2007 год, что ли, или 2008. Вот. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Ну, кроме Немцова, есть, конечно же, люди в России, которые знают, понимают, выступают против этого режима. Алейкум салам. Секрет Трампетер. Анзор, нужно отдать независимость Чечне и всему Северному Кавказу, чтобы построить город сад свободы, добра и мира. Поддерживаю твою мысль. Я считаю, если к власти в России придут нормальные люди, в первую очередь должны решить вопрос с чеченцами, признать многие ошибки,
вернуться к тем договорам, которые были заключены с нашими президентами, которые были убиты Российской Федерацией. Вот. И уже строить нормальные отношения, а не такие диктаторские режимы, подпитывать их, развязывая им руки, давая им разрешение на убийство, угнетение народа. Нет, надо поставить точку, дать гарантии безопасности нашему народу и вообще, как ты пишешь, Северному Кавказу в целом, чтобы больше никто не развязывал войны после Путина, после других, которые потом придут во власть в России. Точку надо поставить. А сегодня этой точки нету. Потому что они убили наших лидеров, поставили своих марионеток. Вот. Якобы они провели там референдум, провели какие-то выборы, хотя никто на этот референдум не ходил, и на выборы тоже же самое. И когда какому-то Путину взбредет в голову там, стать президентом, могут начать так называемую третью войну. Вот. Валейкум ассалам. Навальный типичный шовинист, пишешь, Рагнар. Обратная сторона гоблина. Ну, да, я в курсе тех высказываний. Не нравится, да, могу так сказать. Но если Навальный станет на защиту правды в России и вообще в целом, то ему будет лучше. И больше поддержки будет. А эти высказывания, ну, ничего не стоят. Я тоже так думаю, Давид Голдберг, что никакие митинги там не начнутся. Хотя они могли бы изменить ситуацию в России. Сильвестр Сталлоне. Сегодня наших братьев Маджаида убили преступники. Душа болит за них. Валлахи, брат, скажем так, воевать можно достойно. Но когда вот издеваются над трупом, над убитым человеком, это ужасно. Такое могут делать, не знаю, безбожники, что ли. Я о том видео, которое я увидел сегодня, где они там расстреливают из пулемета труп. Тур, что-нибудь известно о Мусе Ламаеве? С ним все в порядке? Насколько я знаю, на сегодняшний день с ним все в порядке. Алхамдулиллах. Гонконг, Руди, как твой отец учил Коран. Да, с ним рядом находился человек, который учил его арабскому языку, он читал Коран, учил Коран, и были хорошие, скажем так, продвижения. Алхамдулиллах. Валейкум ассалам. Нохчу войнах. Манс эл Матавизеру. Нет, я не блогер.
не блогеры. Паша Гана, алейкум ассалам. Секрет Трампетер. Анзор, что думаете про Тумсо Абдурахманова? Правда, что он герой чеченского народа? Меня несколько раз про него спрашивали. Я уверен, что ты знаешь мое мнение. Тот человек, который искренне встал против режима, против российских оккупантов, и который говорит правду, который смеет говорить эту правду и показывает эту правду, тот человек для меня герой сегодня. Будь это Тумсо, будь это другой человек. Василий Долгстрел, так, если и сейчас все закончится простыми криками «позор», то шансов не будет. Вот действительно не будет. Пускай используют этот шанс, это для них хорошо будет. Карабах – это Азербайджан. Анзор, как вы относитесь к моим землякам, Гайдару Джемалю и Архану Джемалю? Они вас очень поддерживали. Ну, ты уже знаешь, как я отвечу на этот вопрос. Тем более, если кто-то нас поддерживает, кем бы он ни был, мы к таким людям хорошо относимся, тем более к братьям-азербайджанцам, тем более хорошо относимся. Конечно, хорошо. И когда были эти события в Карабахе, мы переживали за это, потому что мы все знаем цену свободы, вот, цену войны, что такое война. Мы ее не раз видели. Комбат Академии очень хорошо чеченцы относятся к отцу и сыну Джамалям. Да, да помилует их Аллах. Аминь. Аминь. Чечен в войнах Анзор, то есть лучше президент, не любящий чеченцев и мусульман, но соблюдающий закон, да, ну я понял, о чем ты. Да пускай он не будет любить нас, пускай нам на границе построит какую-нибудь 10 раз выше китайской стены стену, но главное, чтобы нас оставил в покое. Вот. Я примерно так говорил. С соседями надо иметь нормальные отношения, а не лезть с войной, совершать агрессию, убивать людей. Я не хочу, чтобы какой-то Путин и какой-то еще, будь это, не знаю, любую фамилию назовите, чтобы он решил, потом начал убивать наш народ. Я этого не хочу. И даже, чтобы была такая причина.
Поэтому я говорю, что надо поставить точку. Гонконг, Руди, Ларсанова, Резвана, помнишь друга своего отца? И помнишь, как уехал твой отец от Паруди? Прилетели самолеты и точно бомбу кинули, убили детей. Ну, я про самолеты не помню. А Резвана я помню, конечно, помню. Я у него дома был. Ну, когда я был вместе с отцом. Это в августе 96-го. А вот именно какая бомбардировка самолетов? Что за дата, если так, если ты помнишь? Тильностан Ливе. При Навальном также никакой свободы слова не будет. Не особо не верится, что вообще она там будет. Ну, я лишь надеюсь. Я лишь надеюсь. Василий Долгтрев, скучая по Мусе, Ломаев Муса. Его улыбки, надеюсь, вернется со временем. Ничего, принесем, привезем. Гейнурлац. Чечен войнах. Тумсо не герой, он блогер. Какой герой? Ну, вот я еще раз повторюсь. Но давай ты будешь делать ту же самую работу, например. Или кто-нибудь другой. Так открыто сесть и критиковать действия каких-то там режимов, скажем так. Вот. Но есть люди, я не говорю, что там только один Томс, есть люди, которые говорят правду. И имея сегодняшнюю ситуацию в нашей республике и методы этих мерзавцев, то для меня такие люди герои. Стан Ливия. Какой совет вы бы дали митингующим 23 января? Сказать, что надо держаться до конца, бороться за свои права, бороться за свободу слова. Вот. И многое в их руках, поэтому вот эта их власть пытается задушить их, задушить эту свободу слова, мнения. Вот. Скольких людей они убили, правозащитников, журналистов, вот, которые вот, говорили правду, вот, доносили людям эту правду. Поэтому надо им всем встать и решить этот вопрос. И это возможно. Тем более для такой большой страны. Нохчо РРУО. Анзор цахонцаво хобоа. Анана цах ю цуннадола деш. Санан сюцю. Шоу шхердар қысуцавена. Қидадегі цадуицас. Ору да мола. Иншалла. Цадеду алдон.
самагатия, илата нохчилато, хумхийцало, хумкарчакерч, данисло, до делькара душа бега. Вот. Чекист, Ванзор, ты знаешь, где похоронен Джохар Дудаев? Наш первый президент Джохар Дудаев, он похоронен в Чеченской республике Ичкерия. И точное место знают немногие люди, но знают. Ну, поэтому я даже не хотел бы говорить здесь. Я, наверное, медленно иду, потому что много написано. Абу Хурейра, объясните, пожалуйста, как умер Басаев и Джохар Дудаев, при каких обстоятельствах? Джохара Дудаева и Шамиля Басаева убила Россия. Джохара Дудаева, нашего первого президента, убили с использованием специальных ракет. Узнали место, когда он звонил по спутниковому телефону, и вылетели самолеты, запустили эти ракеты, убили нашего президента. И то, что Басаев Шамиля тоже погиб при взрыве, подрыве машины. Вот. Иншаллах, шахида. Иван Грозный, опять про Тумсо, да. Тумсо не герой, но он смелый чеченец, да, смелый чеченец. Но если так говорить конкретно про героизм, я вот так скажу. К примеру, есть, например, взять какого-то воина, да, он показал мужество, воевал, хорошо воевал, достойно воевал, он герой, ему там орден дали. Но потом этот воин, боец, как сказать, перешел на другую сторону или где-то что-то не так сказал. То есть я тогда думаю, что он уже не герой. Вот. Ну, то, что Тумсо сегодня делает, мне это очень нравится, да, скажу так. Он говорит правду. Может быть, где-то я могу не согласиться, но в целом я согласен. И те другие чеченцы и не чеченцы, я не называю все имена, к примеру, возьмем Муса Ламаев, тоже говорил правду и сделал огромную работу. Вот. Таких людей должно быть больше. Больше. И мы должны стремиться вот говорить об этой правде. Пускай даже это произошло 10 лет тому назад, 20 лет тому назад, но это все надо хранить и передавать, распространять эту правду. И так коротко скажу я свое мнение. Гонконг, Руди, я что-то не знаю, о чем ты. Через по рации, мол, включили рацию, запеленговали, прилетели самолеты, и они бомбили. Да нет, неправда. Невозможно. Невозможно.
Они такого не делали. Князь Дударов, валикум салам. Ты провел с семьей короткое время в Осетии перед выездом за границу. У нас говорили, что вас принял, я про личное как-то не хотел бы говорить, но я в то время не проводил какое-то время в Осетии. Мои родственники жили и в Ингушетии, и в Осетии в качестве беженцев. Вот. И потом решили вернуться к себе, то есть Чеченскую Республику Ичкерия. И, конечно, президент Засохов об этом знал, и Руслан Аушев тоже знал, когда они жили в Ингушетии. Муслим ли муслим? Валикум салам, брат. Спасибо, брат. Давид Голдберг насчет опять круглый стол в Швеции. Есть какие-нибудь мысли, пожелания? Я это раньше уже говорил, я не хочу затрагивать это. Но надо было все по-другому делать. Валикум салам. Хамзат Пшихачев, а где вы живете? Я живу в Норвегии, в Осло. Карабах — это Азербайджан. Брак Аллах, брат. Амин, амин. Спасибо, брат. Михаил Юрьевич, валикум салам. Что знаете о ликвидации группы Бетукаева, как это было? Я конкретно не могу ничего сказать, как это было, что в действительности произошло. У меня такой информации нету. Но я с другой как-то стороны смотрю, вот заявляют, говорят, что нет никого там, никакого сопротивления, ничего нету. И раз сегодня такая новость, что провели какую-то операцию и убивают там, они ликвидировали группу внезапно вот так. А потом показывают видео, где они расстреливают целой лентой из пулемета тела убитых. Дикость какая-то. Тимур, 2005, Тимур. Сегодня убили 5 муджахидов. Кадырка Путимату доложил. Потом звездочку дадут, крест дадут за это.
Скала, ты у своего отца научился военному делу. Это дефицит сейчас кадровыми офицерами Ичкерии. Я не понял. Зачитал, но все равно не понял. Нет, я не учился военному делу, хотя был вместе с ним всю жизнь в этих военных гарнизонах, ну, при Советском Союзе. Во время войны с ним время провел. Только это, наверное. Василий Долгстрем, мало, Анзор, таких, меньше, чем пальцев на одной руке. Но это когда я про Тумсо говорил. Да, мало. В нашей ситуации у нас должно было бы быть таких 10, 50, 100 человек минимум. Мы должны говорить. Должны. Так. Как быстро тут идут комментарии. Гонконг Руди, у него не было спутникового телефона Моторола. Он пользовался в то время Тураей. Такая арабская связь была. Я не понимаю, о чем ты вообще. Витя Фомин, так, можно посоветовать книгу тебе, Анзор, написал француз Астольф де Кюстин, Россия 1839 года. Хорошо, я запомню, я поищу ее. Спасибо, кстати. Чечен, война, Анзор, может, они тебе хотят должность предложить. Не нужна мне никакая должность. Чечен войнах, если место погребения Дудаева станет известно, то из ФСБ первым делом туда пойдут. Ну, вот именно. Вот именно. Поэтому во время войны, во время Первой, Второй войны, я знаю, я помню, мы пытались скрывать могилы наших воинов, чтобы не пришли, чтобы не выкопали. Они это умеют делать. Но чего, Анзор, ты был знаком с Исой Астамировым? Да, был. Ну, я их всех знал. Просто назови любое имя, я их всех знал, видел. Вплоть до Хатаба, известного. Аллах Азут Мабулдеса Масыра. Чечен войнах, разве Шамиль Басаев погиб не из-за осторожного обращения с боеприпасами? Ну, там все еще разные вопросы есть, как вообще произошел этот взрыв. Но это был подрыв боеприпасов, скажем так. Чекист, Анзор, ты знаком с Максимом Шевченко лично и как к нему относишься? Лично я с ним не знаком, насколько я помню, не знаком. Ну, то, что, да, в большинстве вот его выступления, можно сказать, и нравится, да.
Руслан Вашаев. Хада Аслакуна такой. Аллах яшнется, Аллах рейсвил. Аллах рейсвил. Ну да, он, как ты пишешь, он, Аслан, много раз говорил, давайте не будем воевать друг с другом. Они только этого и хотят. Ну да, было такое в личных беседах и даже по телевизору он обращался ко всем, чтобы мы смогли избежать вот этого самого позорного для нас внутригражданской войны. И он избежал. Но российскому руководству все-таки как-то в какой-то степени, даже так сказать, удалось начать ее руками Кадыровых. Чеченцы начали убивать чеченцев. И поэтому чеченское сопротивление не было сломлено, а было как-то приостановлено, можно так сказать, видя, что это выгодно России, такой формат, чтобы чеченцы убивали чеченцев. Рахим Камалов, валейкум салам, брат. Алхамдулилlah. Все хорошо. Валейкум салам, Масайга. Амзат Пшихачев, наверное, вопрос ко мне, а электронная почта работает. Но я ею не пользуюсь, можно сказать. И телефоном даже не пользуюсь. Мухаммад Technology Innovation отрезанную голову одного из муджахидов выложил Кадыров в своем телеграме. Я верю, что они могут это сделать, отрезать голову, выложить это или в телеграме, или в другом месте. Что могут отрезать ее у убитого уже человека. Это их методы. Это их методы. Но я этого пока еще не видел. Лорсиев, алейкум ассалам, что скажешь насчет последнего видео, которое выложил Тумсо? Ну, я не знаю, о которых ты видео говоришь. Шамиль 90. Алейкум салам. Анзор, как ты? Алхамдулилlah, у меня все хорошо. У меня вопрос такой. Раньше была такая возможность, мол, Басаев и Масхадов, почему не отстранил Кадырова? Они же тогда сильные были, чем Кадыров. Кадыров когда был сильный, да? Сильные не прячутся за какой-то армией. Это трусость. Ну, в то время это было другое время, скажем так. Я помню, когда уже пошли слухи, что Кадыров работник КГБ, скажем так, то его вызвали в парламент
И в парламенте он сказал, и в парламенте он признал, что он, Кадыров, действительно работал на КГБ, потому что ему надо было это делать, если тот будет учиться в Бухаре, в исламском университете, изучать ислам. Как бы под этим предлогом он подписал документы от КГБ. Вот. Ну, потом уже карты раскрываются, мы узнаем, что этот человек не то что там работал, но и работал на ФСК, на ФСБ, на ФСБ. А то, что его убили, то убили не чеченцы. И все это знают, и все это говорят, и знают их родственники, их близкие люди, которые кричат «Ахмад Сила» сегодня. Они тоже знают, что Кадырова убили русские. Алхамдулилlah, ва алейкум салам, Турпалдик, ва алхамдулилlah. Так. Ва алейкум салам. Вот именно, Муртадук. Шамиль 90. Вот такие дела были в то время. Салон 05.com. Алейкум салам. Так, зачитаю. Анзор, как считаешь, почему так случилось, что убийство мусульманами стало нормой? Эта борьба за власть и деньги взяла верх, спрашиваешь ты. При свободной Ичкере такие убийства были. Ну, вот так, при Ичкере, скажем так, были, скорее всего, преступления, как и в других любых странах. Во всех странах убивают людей. Есть преступники. Но чтобы такое происходило, у нас не было никогда. Все-таки, да, вот даже в то время, в начале там Первой войны, до Первой войны, у нас была так называемая оппозиция, да, хотя это было бандформирование. И мы даже с ними не пошли на это. Как бы стычки были. Но то, что сегодняшние делают, такого не творилось. Сегодня вы видите, какими вот извращенцами, вот так я скажу прямо, не побоюсь этого слова, они стали. И даже мне сложно, действительно сложно описывать все то, что они вытворяют в своих тюрьмах над своими же чеченцами. Дейльмост. Ринат Садаев, валейкум салам. Расскажи, бисмилlah, как Аслан помирился с Шамилем. Тоже интересная история, но ты знаешь больше, не смог бы нам рассказать, как это было.
Ларамца Абдулла. Саваш, конечно, были разногласия, ну, прямо так скажу, нашего президента Аслана Масхадова как бы упрекают Шамилем Басаевым и все такое. Ну, в любых странах бывает там правительство, оппозиция, скажем так. И, ну, я скажу со стороны Масхадова вот так. Да, он не был доволен тем, что там сказал, например, Шамиль Басаев или сделал Шамиль Басаев. Но оба они понимали, что враг один, что надо быть вместе. И у них были разногласия в одном, в методах ведения войны. Шамиль Басаев говорил, что воевать надо теми методами, которыми воюют российские оккупанты. А Масхадов говорил, что нет, мы не имеем права делать то, что они с нами делают. Ну вот это разногласие было. И потом в 2002 году они встретились, сели, решили, что больше таких разногласий не будет. Ну там потом, да, действительно, что-то не так пошло. Были такие моменты, мы все это знаем, но самое главное, я это несколько раз говорил, в последний раз они встречались в ноябре вместе с Рамадан в селении Толстой-Юрт. На этой встрече были Шамиль Басаев, Абдулгалим Садулаев и Аслан Масхадов. Вот там уже была поставлена точка между этими отношениями, как ты говоришь, Аслан и Шамиль. Вот. И Шамиль дал слово, поклялся, что больше никогда он не будет совершать или брать на себя такие акции, как там, как говорят, захваты заложников и так далее. Вот. И дал согласие, он подчинился приказу президента, последнему, как оказалось, приказу его, нашего президента, о приостановлении боевых действий в одностороннем порядке, которое произошло в начале 2005 года, в феврале-марте месяца. Вот. У них тогда отношения наладились, скажу так. Ну и подчеркну, что после этого я никаких там таких акций, даже никто не слышал от Шамиля Басаева, скажем так. Он своему слову был верен. Алхамдулилlah. Руслан Вашаев, ты пишешь, Аслан был готов воевать с кем угодно, но только не против своего народа. Он был очень мужественным человеком и в то же время очень добрым. Не каждому дано такое. Но, как ты вот говоришь, но только не против своего народа. Я не знаю, как этого человека назвать, который воюет против своего народа, убивает своих сограждан, издевается над своим народом, угнетает этот народ. Но наши лидеры этого не делали. Не делали. Алхамдулилlah. Muhammad Technology Innovation Анзор, нашлись люди, готовые помогать тебе в переводе на другие языки. Вообще-то я хотел это вначале как бы еще раз сказать и сказать о другом. Ну, в первую очередь я хочу еще раз поблагодарить тех, которые мне оказали помощь. Аллах Рейсфульшун Масана.
эта помощь важна. Да, мола, мусома тяхец, вы лило, что гумна, что сапай бахаусар дуй, да, мола. Вот. Огромное спасибо, те, которые откликнулись. И насчет переводов, да, один человек нашелся, мне вот найти бы человека, который сможет заниматься переводом на турецкий язык, то есть грамотный турецкий язык, именно для переводов, было бы очень хорошо. Allah reis ve hatırına. Мы ждем перемен. Террористов нету, это пропаганда вся американская, связанная с двумя башнями и Вовкой Путиным, удачно используем, вот и все, и вся. Но возьмем, да, 99-й год, взрывают дома в России, там, проводят еще там другие акции, потом обвиняют, целый народ обвиняют в терроризме, и начинает войну против целого народа. И называет это наведением там, конституционного другого какого-то порядка. И приходят, бомбят, обстреливают, закапывают живьем, сжигают людей, мирных людей. Вот это они не называют террором. Террористы, они, которые убивают народы. Никто не имеет права совершать такое. Жаухар Исаев, валейкум ассалам, о событии в Котар-Юрте слышал, Ялгет Штуэцан, Амин Аллах, Далде Каболиш. Валейкум ассалам. Так, я пытаюсь до концовки дойти быстро. Мухаммад Али Анзор, честно тебе скажу, спасибо за честность, сразу скажу. Масхадову не хватило жесткости. Раз он не жесткий, ему не надо на выборах президента участие принимать. Ну, очень умная мысль. Спасибо за честность. А я скажу, как есть, по-другому. Если бы в то время, ну, скажем так, все это раздуто так, что вот якобы Басаев был жестким, да, например, будь вместо Масхадова Басаева, война началась бы. Будь вместо Масхадова там вообще жесткий человек, война началась бы. Россия по-любому навязала бы нам войну. И мы не смогли бы избежать этого. А почему? Потому что надо было убрать каким-то образом Ельцина старого и привести нового человека. А как это сделать? Как раскрутить такую фигуру, да, за короткое время? Ну, только вот взрывами домов. Вот чеченцы взорвали там дома в России с мирными гражданами, россиянами, и обвинили чеченцев. Вот. Так что был бы он жесткий, а Масхадов был жесткий. Это был военный человек. Я знаю, насколько он жестким был. Тебе легче, наверное, это рассуждать так. Человек, который участвовал в войне, мог участвовать в войне, был на передовой. Я уверен, такому человеку жесткости хватает. Скажем по-другому,
в нем была человечность. Он уважал человеческую жизнь. И даже вот тех военнопленных, русских военнопленных. Я помню такой случай, как один раз наш воин ударил офицера, ударил военнопленного офицера. Эту картину увидел Масхадов. Масхадов подозвал этого нашего чеченского воина и отчитал его. Мол, как ты мог, как у тебя рука поднялась. То есть, вот такой был человек. Мало, не говори, что было, не было этой жесткости и так далее. Не надо спешить так, с таким мнением честным. Ичкерия, родина моя. А кто печалится, нет тут печали. Мы больше чем уверены, что все изменится. Иншаллах, все в руках Аллаха. Он может за одну секунду все повернуть, и все изменится. Иншаллах. Я, может, где-то как-то нечаянно пропустил, может, вот я извиняюсь, если что, повторите. А то слишком много текста пошло. Поэтому Ибрагим Алханов, я читаю, сейчас думаю, ответить, не ответить. После того, как Басаев пошел, послушал Масхадова на Россию, надо было закрыть границу, как это, послушал Масхадова. Басаев на Россию не шел. Он не шел там, и, наверное, про события в 99 году. Басаев был обычный гражданин, никакой должности он не занимал. Вот. То, что он пошел в Дагестан, не надо это просто брать это из российской пропаганды и говорить об этом. Нет, это был как доброволец, он пошел на помощь Ачилаеву. Вот так это было. Ну, конечно, это, могу сказать, сыграло там на руку Путину там и его команде. Якобы причина для нового вторжения в Чеченскую республику Ичкерия. Но даже если бы и Басаев туда не пошел бы, война началась бы. Не надо жить в этой иллюзии и слушать этих пропагандистов. Чечен-война. Анзор, помню, смотрел видео, как Масхадова хотели подорвать. Это было в апреле 96 года в селении Цацанюрт. Там есть кладбище, где погребены наши шахиды. Вот. Это было в тот день, когда собрались люди, и там выступал Масхадов. И эти, я не знаю, как их назвать, даже эти варвары, оказывается, заминировали это место, ну, имеется в виду российские, да, оккупанты. Заминировали это место и произвели взрыв. И в результате этого взрыва погибли мирные жители.
коренные жители. Это было апрель 96-го года. Хунос Вагнер. Анзор, как думаешь, будет ли новое восстание Чечни? Ну, зачем нам восстание? Я к восстанию как бы никого не призываю. Восстание – это кровь. Но мы, иншаллах, придем к той справедливости, которую заслужил наш народ. Иншаллах. Буду. В войнах удержать Басаева от похода на Дагестан было невозможно. Шамиль Басаев давно мечтал об этом. Я не понимаю, почему это давно. Нет, не было такого. Это как бы произошло, можно сказать, внезапно. Вот, ну, не можем сказать, что это было давно, он мечтал. Ну, и не внезапно тоже, конечно. События там развивались вот так. Хотя Россия знала, что там, конечно, они сами это планировали. Дуклах Асакаев, алейкум салам, брат. Я считаю, каждый чеченец герой, и все братья нас стравили, да, хочешь сказать, друг на друга, и мы повелись. Ну да, мы повелись. Мы повелись, многие повелись. И сейчас ведемся вот так, можно сказать. Мысли ислама, интервала, вот это сообщение я увидел. У меня просто быстро это все идет. Угу. Ты слышал о Джасмине Саидовой? Что-то я первый раз слышу это имя. Нет, не слышал. Или надо вспомнить. А вот, да. Слышал. Угу. Мысли ислама. Вот, твой вопрос, Джасмине просто с фамилией перепутал чуть-чуть буквы, поэтому я знаю то, что написано об этом случае, и конкретно я как бы добавить ничего не могу насчет этого. И то, что, ну, твое видео «Мысли ислама», ну, тоже слушал, спасибо, хорошо говоришь, только вот это. А так конкретно у меня более детально, чтобы добавить этого нету. И интервал, извини, что не заметил твой вопрос. Джахар Дудаев, почему так редко выходишь в эфир? Потому что не успеваю, скажем так. Ну, занимаюсь тут делами кое-какими, поэтому не успеваю. Так. Угу.
М, Я... Да, кстати, Василий Долтер, девочка, ей 14 лет. Ну да, да, я уже понял. Так, рыжая лисичка. Анзор, расскажи, как Масхадов неоднократно хотел встретиться с Ельциным перед началом Второй войны, и как Кремль отказывался от этой встречи, потому что они уже разработали план повторного вторжения. Вот как я в начале этого эфира говорил, мы всегда призывали российскую сторону к недопущению войны, завершить эту войну. Всячески старались сделать все, чтобы этой войны не произошло, не началась, чтобы она. И даже когда чеченцев, я говорю именно правильно, вот чеченцев обвиняли во взрывах домов, когда начали обвинять, то наше руководство, Масхадов, чеченское руководство обратилось к российскому руководству и заявила, что чеченская сторона готова предоставить любого человека, если тот окажется виновен во взрывах домов там, или других там, этих событий. И одновременно Масадов заявил, что готов запустить любые организации, иностранные, международные организации, чтобы они занимались этим вопросом, расследованием по этим терактам. И, как я сказал, мы были готовы даже отдать тех людей, если окажется, что чеченцы виновны в этих взрывах. И мы, конечно, прекрасно понимали, что за этим всем стоит ФСБ. Вот. И много фактов есть, что действительно ФСБ России взорвала свои дома, чтобы обвинить в этом чеченцев. Вот. Вот так планировалась война. И все эти столкновения внутри чеченцев, среди нас, было такое, скажем, гудермесия, и Кадыров сделал все возможное, чтобы оно произошло, чтобы чеченцы начали убивать чеченцев. Это в пользу России было, чтобы Россия опять смогла спокойно уже зайти в качестве миротворцев. То есть им не придется взрывать дома в России, и это тот спектакль в Дагестане начинать. Они хотели вот так зайти, но так не получилось. И даже во время войны, я говорил это про 99-й год, скажем, до войны, и во время войны было очень много заявлений, обращений к российскому руководству, к мировому сообществу, чтобы вмешались в эту войну, чтобы они открыли глаза и сделал все возможное, чтобы остановить эту войну. Так, я, наверное, чуть опаздываю тут. Демха. Валикум салам. Анзор, скажи, пожалуйста, почему муджахиды вышли с Грозного во время Второй войны? Они вышли не по приказу главнокомандующего Чеченской Республики Ичкерия, Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. И Масхадов действительно был разозлен, удивлен, когда оказалось, что наши чеченские подразделения вышли из города Грозного и понесли большие потери. Ладепа больше массу.
Кузнечик, вот мой вопрос тоже не заметил. Ну вот, я говорю и даже вот по ходу извиняюсь, я могу пропустить, потому что я... А вот. Алейкум салам, что ты скажешь о журналисте Ичкерии, у которого позиция именно в двух вопросах совпадает с позицией неверных в разделении народов Кавказа? Вопрос про имама Шамиля и вопрос границ между народами. Что ты скажешь так? Я так не очень-то и понял, но зачем нам ворошить тему про имама Шамиля, например, да? Если это приводит к таким волнениям, например. И зачем нам трогать эти границы, если это на руку нашему общему врагу России? Им это выгодно, чтобы мы там имели такие претензии друг к другу с границами, там даже с этими темами разными. Не надо об этом вообще, я считаю, пока вот затрагивать эти темы. Есть сегодня происходят такие важные события, убийства, притеснения. Давайте говорить об этом лучше. Больше польза будет. Вот, кузнечик. Так, такова моя реакция. Сейчас. Салон 05.com. Про Жасмин я написал многим 0 реакций. Ее судьба и жизнь никого не волнует. Почему? Не говори так. Волнует? Волнует. То, что мы можем сегодня делать, это публикации, да. Вот. И очень хорошее видео есть у мысли ислама. Вот, кстати, можно посетить, посмотреть. И, конечно же, мы должны делать дуа для наших сестер, братьев. Сергей Яковлев. Анзор, мир твоему дому. Спасибо, Сергей. Мир твоему дому тоже. На каких условиях готов вернуться в республику? И хочешь ли сам вернуться? Ну, Сергей, я люблю свою родную землю. Это моя родная, это наша родная земля. Там наши родные люди, имеется в виду наш народ. Вот. Конечно, хочу. И уверен, вернусь. Вот. А вот условия я ни у кого не собираюсь выслушивать какие-то условия. Никогда. Никто этого не услышит, чтобы я где-то слушал условия. Все изменится по воле Всевышнего, и тогда мы все вернемся. Ну, спасибо за вопрос. Арслан, как ты считаешь, никто из чеченцев не виноват в этих войнах? Почему я так не считаю? Да, есть виновные. Есть пофамильно можно называть много людей таких, которые виновны в этой войне. Я это не отрицаю. Но когда вы слышали, например, что
Почему это мы можем говорить про ошибки там Масхадова или там Басаева или других там наших воинов, командиров? Почему мы это должны встать в такой позе оправдывания, да, признавания своих ошибок? Почему русские вот, не говорят о том терроре, о том бандитизме, мародерстве своем, которые они совершали там открыто на российских телеканалах, например, скажем так, или где-то там на Ютубе. Вот. Требуйте у них, чтобы они говорили правду, как они убивали мирное население, как они грабили их, разрушали города, села. Очень быстро идут комментарии, вопрос. Так, в основном комментарии. Анзор Рено смотрел фильм Навального? Нет, пока не смотрел. Я там пару роликов сегодня посмотрел, и все, у меня просто времени не было. Так. Валикум салам. Ичкерия, родина моя. Вот ты правильно сказал. Алексей, зачем кровь? Просто уходите домой и все. Вот именно, оставьте нас в покое. И живите с миром, никто вас не трогает. Если у вас будет хорошо, мы будем рады. Андрюха, Крым. Я живу в Норвегии, в Осло. Рыжая лисичка. Анзор, твой отец тоже был в хаджа. Дважды был. Я не пойму, как после хаджа Кадыров мог предать нашего президента Аслана Масхадова. Есть такие люди, у которых религия, ислам на словах. Вот. Ну, даже я не буду говорить даже про религию. Ну, человек, просто человек, да, как он может предать человека другого? Как какой-то человек может иметь свои личные тюрьмы, где будут истязаться люди, убивать, пытать, делать все. Вот. И фамилия, которого ты называешь, этого человека, в кавычках, вот такие тюрьмы были и сегодня существуют. И все это знают. И то, что там он предал. Мухаммад, Technology Innovation, Big Door. Хорошо, я не буду читать это сообщение. Мысли ислама. Вот теперь я увидел твой вопрос. Нужно ли было Масхадову силой остановить Басаева от похода в Дагестан? Ну, возьмем так, да, ситуацию. Басаев возвращается в Ичкерию после этих событий, хотя Басаев уже сам понял, что его подставили. И сам это говорил. Вот, мол, Басаев возвращается из Дагестана, и тут и Масхадов со своим войском идет против него. Начинается война, да?
И что, русские не пришли бы к нам, да? Нет, пришли бы. Пришли бы уже с другой причиной. Дополнительной. Вот мы пришли там, как я раньше сказал, в качестве миротворцев. По-любому война была запланирована. Ну, даже вот так мысли ислама. Вспомнив 96-й год, еще подписание Хасавюртовских соглашений, даже в то время высказывания Лукина, высказывания Лебедя, других политиков, других генералов, ну они же открыто нам угрожали. Что вот, мол, через 5 лет, когда мы окрепнем, мы вернемся и отомстим вам. Вот, отомстили. Себе тоже. По-любому войну навязали бы. Продолжим. Анзор, каким человеком был Умар Балтукаев? Вот сейчас я фамилия, кажется, это он, да, не помню точно. Умар был охранником Масхадова. Он погиб, его нет в живых. И был хорошим человеком. Аллах освободится. Кунахова, Умар, если ты про него говоришь. Из села Алирой. Мысли ислама, я имею в виду, должен ли был он позволять ему вообще идти в Дагестан изначально? Ну, брат, он же тоже не пришел во двор Масхадова, постучал, так, Аслан Масхадов, я сегодня, там, через час или завтра пойду в Дагестан. Нет, он вошел туда и все. Потом Масхадов посылает туда человека, к Басаеву, ну, передает сообщение кое-какое. Потом, может быть, как-то расскажу, не знаю. Вот так. Salam Anzor, did Chechens produced weapons? Yes, they did. You can find it in Google. Чечен война. Ну да, Умар. У меня есть его фотографии. Это был мужественный воин Умар. Аллах Азутмугу Джонсона. Мысли ислама, вот еще раз. Я не знал, что Масхадов не был в курсе планов Шамиля. Я думал, что Масхадов знал и, несмотря на это, отпустил его. Ну, так, если сейчас вспомнить все это, были разговоры, да, например, были разговоры, что вот такие события будут. Даже были предупреждения российскому руководству, что вот там что-то может быть произойти, что-то может произойти, но
точной даты или там точного решения Шамиля, что вот он пойдет сегодня или пойдет завтра или через 5 дней, я такое что-то не припомню. И даже вот эта мысль ислама опять тебе, и даже вот поднимание этого вопроса, держать эту позицию, оправдываться, да, за Дагестан, там, за Басаева, ну нет, все по-другому должно быть. Мы должны обвинять Россию в том, что они начали эту заваруху в Дагестане. Это они сделали руками Багаудина там и Хачулаева 100%. И это сам Шамиль Басаев говорил. И это было организовано Степашиным, там, тем же Путиным, этим, ну, в общем, Россией. Так что пускай они винят их. И пускай они оправдываются, а не мы. Чечен-война. Анзор, этот человек, которого послал Аслан Масхадов в Дагестан, случайно был не великий Ахмад Хадж. Просто Ахмад Д. Он в то время Д был, Ахмад Д. Потом Т стал. Короче, тоже во время войны в Дагестане что-то делал, с кем-то встречался в Дагестане. Да, он встречался, я слышал это. Нет, это был не он. Не он был. Хасан, Анзор, можно вопрос? Конечно, можно, да. Если попытаюсь не пропустить, то они быстро идут. Джахар Гудаев, Анзор, вы в каком году эмигрировали в Европу? Я не хочу об этом говорить. Ну, это как бы мое личное дело, да? Так. Александр Александров. Вот так. Уже интересно. Да, конечно, Россия виновата. Чеченец пошел в Дагестан, а виноваты русские. Ха-ха-ха, ха-ха и та-ха-ха. Логика на высоте. Так что вообще-то логику включить надо. Если преступление планируется в одном адресе, да, и потом совершается это преступление, кто виноват? Там, где и тот, кто запланировал это преступление, да? Так же бывает. И не надо подчеркивать, чеченец пошел в Дагестан, так, чеченец, нет, Басаев туда пошел. И что? И что? Басаев был в Карабахе, ну и что? Добровольцем был. Ну, как сказать. Пошел помогать. И сколько русских участвовало в разных там войнах, скажем, в Эфиопии, в Вьетнаме. Что вы там делали? В Сирии детей убиваете. Так что, Александр, не вы должны нам говорить про логику и винить нас, не вы. Вы должны быть в позиции тех, которые извиняются за то, что
было содеяно, вот, но не обвинять нас. Да и мы не позволим. Э, Так, рыжая лисичка. Анзор, на твой взгляд, тебе не кажется, что сейчас в Чечне проходит зомбирование, как в свое время это было при Советском Союзе? Раньше октября-то и пионеры, а сейчас юные кадыровцы. То же самое, да. То же самое. Вот. Ничего не изменилось в России. Ну, я имею в виду методы вот этого зомбирования, как они душат народ, свободу слова. Те же самые методы, те же самые люди, скажем так. Я имею в виду КГБ, ФСК, ФСБ, какая разница? Адрес-то один, Лубянка. Александр Александров, в каком адресе вы о чем? Так вы же ставите акцент на национальности. Русские это русские, то русские все. Ну почему? Потому что вы пришли с русским миром на чеченскую землю. Вот почему. Вы называете русско-чеченскую войну чеченская война. Вы. Поэтому мы имеем на то полное право называть как есть. То, что вы нам принесли, мы это и говорим. Ничего такого. Ничего личного. Поэтому без обид. Анзорино, да, правильно ты заметил, что премьер-министр Сипашин одобрил шариат в тех дагестанских селениях, ну, Карамахи, Чебанмахи, это было в 99 году. Действительно, Степашин говорил, что там мирно живут люди в шариате там, и так далее, и так далее. Им это тогда понравилось. Как бы, ну, надо было, готовили эту провокацию. Чечня свободная. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Анзор, вы знали тех, кого сегодня убили в Чечне? Нет, я их лично не знал. Может быть, как-то где-то видел, но так нет, не знал. Иногда приходится уборку тут делать, убирать. Внутренне. Так, имя, фамилия.
Валейкум салам. Я задавал вопрос в комментариях, ну, да, я вспомнил, по поводу встречи Аслана с муфтием Саудовской Аравии, да помилует его Аллах. Что они обсуждали? Что они обсуждали? Это было в 97 году. Ну, то, что я хочу сказать, я сам был на этой встрече. Даже есть фотографию, пару фотографий есть с этой встречи. Но в то время были такие вопросы и такое обсуждение про, ну, как и должно быть, про шариат, вот, ну, поднималась вот такая тема. Вот, шариат, и затрагивались и другие вопросы, которых я не хочу сейчас озвучивать. Ну, это касается состояния республики нашей после войны, после Первой войны. То есть в основном религия, ислам, шариат, об этом говорилось. Мысли ислама, ты ко мне это вопрос? Ты бы за кого проголосовал? За Масхадова, Аслана или Дудаева? Ну, вот тебе честно скажу, для меня так, как президента, разницы нету. Я Джахара тоже любил, уважал, очень даже сильно. Алейкум салам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Александр, ну так и я ставлю акцент на национальности. Тоже ничего личного. Ну, очень хорошо. Я лично, вот честно, вот искренне скажу, я вам просто желаю мира, чтобы у вас все было хорошо в России, вот, у русских. И стабильно, чтобы всегда было, чтобы у вас было наконец-то свое такое руководство, которое задумывалось бы, думало бы о своем народе. И, конечно же, о нас, соседях. Нам тоже нужна стабильность, чтобы у нас рядом не был какой-то агрессор. Вот то же самое. Ничего личного. Сколько лет вам? 27. Асан, сейчас, секунду. Брат, про карачаевцев что скажешь? Карачаевцы, наши братья. Вот. У меня есть знакомые карачаевцы, да. И сегодня переписываюсь с ними. Это наши братья. Муслим. Ситуация с убитыми напоминает время совка, когда убили последнего брека Асуху.
можно так и тоже сказать, но ну почему последнее? Но я сторонник того, чтобы на данном этапе все сопротивление, скажем так, было направлено по-другому. Я к тому, что жаль тех парней, молодежь, которых они убивают. Очень жаль. Итак, мы потеряли очень много. Вот. Очень много. Аллах Азут Лобудольцы Масира лицам Халдара Шевлика. Никита Самарина. Hi, hello, welcome. Ну, тролли тоже тут работает, я вижу. Ну, вот именно, салон 05.com. Ты пишешь Александру Александрову, мол, имам Шамиль никогда ничего такого не завещал. Ну, если ты про оккупацию, согласен. Василий Докторов. Андрюха, Крым, Анзор, ваш отец был коммунистом и давал ли он присягу? Андрюха, я сам был пионером. Комсомольцем не был. Пионером был, честь там отдавал, галстук вязал, и октябренком был тоже. И что? Что вы хотите этим сказать? Я даже смеюсь с того, вот, как вы пытаетесь это говорить, мол, коммунистом был. Да, Джохар Дудаев тоже коммунистом был, и другие, все мы были коммунистами. Но мы плевали на этот коммунизм. Вот. Эти люди, которых я назвал, они все погибли, отдали свои жизни против того же самого режима. Коммунизма, путинизма. Какая для нас разница, да? Для меня это важно. Если бы, к примеру, мой отец, как ты пишешь, был сегодня коммунистом, да, после всего, что вот произошло, что мы увидели, испытали, вот тогда это было бы позором, скажем так. Так что, Андрюха, Крым наш. А мысли ислама. Кстати, не было никогда возможности тебе это сказать. Аллах, Азут Хобал Дошиби. Это один из самых моих любимых людей. Аллах Рейсвил. Аллах Рейсвил. Массейра Досейр. Аллах Азут Хобал. Аллах Дух. Кенте Вежри, Ежри, Дух Бакуеш. Аллах Азут Хобал Досейр. Дауд Аутлев. Алейкум салам, Дауд. Анзор от Черкеса. Вы наши братья были, всегда есть и будете. Вот как раз я тоже хотел сказать. И будем всегда. Иншаллах.
кто бы что бы там не пытался сделать, черкесы, все наши вот соседи и не соседи, все наши братья, это наш Кавказ. Так, пойду-ка я сейчас вниз. Великолепный горец. Анзор, как ты думаешь, в каком году Кафыров старший вышел, короче, замуж, да? Еще с Бухары. Библиотечная квартира, не помню. Мухаммад Ваштро, алейкум салам. Помнишь квартиру библиотечная? Библиотечная, вот что-то я помню, что-то я помню. Ну, я адрес просто помню. Ибрагим Алханов, вот Прибалтика тоже вязала ленточки, финны тоже были подданными царской России. Ну, времена меняются, и все станет на свои места, не будет путинизма тоже, этот идиотизм, который сегодня происходит, тоже уйдет в историю. Иншаллах. Саид Саидов, Страсбург с тобой, вот, помню я тебя. Алейкум салам. Асхаб Борс, Анзор Хадас, Аслан, Савешин Дели Касио, Сахбу Сюда, Лазат Хобу Дильцы, Амин Аллах, Лазат Хобу, да. Йоксова Тофида. Так. Война. Интересно, ну ты про династии, я просто не хочу эти имена называть, противно просто, честно скажу. Династия, не пройдет эта династия. Это как бы недолгая песня. Все идет в историю, будет проклинаться. Так что недолго осталось. Иншаллах. Вот Чечен-война. Теперь я чуть-чуть понимаю, кто приговорил его к смертной казни. Был даже такой приказ, помню, 99-го года. Наше руководство. Магза, есть ли угроза со стороны Рашки, Казахстан? Вот, ну, брат, послушай, кто мог бы подумать, например, что Россия начнет вторжение, агрессию на территорию Украины, да? Если бы мне там сказали бы, сколько-то там лет тому назад, я бы не поверил бы. Но сегодня в России такой режим, который очень опасен для соседей. Ну, в том числе и для Казахстана тоже. Как когда-то говорил Александр Литвиненко, Московией, Кремлем правит мафия. Вот что происходит.
Чечня свободная, но насчет Базуркаева, Иса, имя припоминаю, да. Он лечил Муджаду и лично Масхадова в 2000 году, когда в селе Алирой убили пастухов. Да, я помню этот случай. У меня даже видео есть. Я выставлял это видео, как российские оккупанты убили мирных жителей на окраине села Алирой. Ну, они пасли овец, они их расстреляли. Ну, в упор даже расстреляли, контрольные выстрелы сделали. Там среди них даже молодые дети, так, скажем так, были. Алды колбой лишь масура. Так. Райнхард Стайнхаммер. Вы верите, что Ичкерия станет сверхдержавой в 2100 году с Россией? Ну, я не буду говорить, что там про сверхдержаву и так далее. Ну, никто не знает, что будет. Ни один человек этого не знает. Но мы даже этого титула не просим, не хотим, как бы лишь бы нас оставили в покое, чтобы люди дали жить вот так, без этих притеснений и так далее. Вот чего мы хотим: гарантии безопасности для нашего народа. Так. Ну что, закруглим наш эфир. Ассаламу алейкум, Аллах хазит кобалдер, хаби, Аллах рейс хил, Аллах рейс масей радуется, Аллах нас побал. Мысли ислама. Если Ахмад Кадыров был агентом еще с Бухары, то как он стал муфтием и почему он призывал к джихаду? Твое мнение? Он стал муфтием в 95 году. Вот. На собрании решили, потому что первый наш муфти отказался объявлять джихад. Я даже помню высказывание Кадырова, что, как он говорил, что каждый чеченец должен убить 115, 120, кажется, русских было, 120 русских, и тогда проблема будет решена. Вот. Потому что надо было призывать в то время джихаду, да? То есть он назначен муфтием, как бы так, ему уже по-любому и приходится втираться в доверие, что ли, вот так. Ну, только такая версия, больше никак я не вижу. Евгений Казанков, сейчас интересное твое сообщение, да? Я, может, не в тему вашего стрима влез, но все же, ну, я прочитал твое сообщение, участвовал в боевых действиях. Ну вот, Евгений, я не знаю, как, с чего бы начать, да?
Но ты пишешь, но сейчас понимаешь, что Чечню, что Россию променяли непонятно на что. Я не хочу там, понятно, матом говорить, с двух сторон воинов продали. Ну, я не знаю, у нас единственная позиция, мы защищали свою землю. Пришли российские войска, даже до того, как они вошли на территорию нашей республики, нашу республику уже, наша республика подвергалась авиационным ударам, гибли мирные жители. А потом уже вошли войска, и началось то, что началось. И ты пишешь, участвовал в боевых действиях. Ну, не знаю, если ты считаешь это героизмом, то как-то странно. Ты пришел на мою землю, и, скажем так, может быть, ты не убил никого, не успел там убить. Остался участником этих событий. Вот, я не знаю, был ли ты солдатом или контрактником, тоже не знаю. Но все то, что мы делаем, все это на нашей совести, совести человека. И по-любому придется отвечать перед Всевышним. Muhammad Technology Innovation. Да, и еще Евгений Казанков. Да нет, даже просто хочу дополнить, почему в наш стрим, в наш эфир можно входить, добро пожаловать, и любой вопрос можете задавать, и можем даже обсудить все, что угодно, без проблем. Евгений Петрова, да, вот я думал, уже закруглиться, что ли. Насчет Чечен война, видишь, у меня быстро все идет, тут много пишут, если бы только вопросы были бы, было бы легче, да. Анзор, хороший вопрос задал один зритель. Куда пропал Нухаев? Ну, Нухаева я очень давно не видел. Скорее всего, с 99-го года даже. Вот. Мич Бек. Анзор, что ты знаешь об Хвоже Ахмаде Нухаеве? Куда он пропал? Я не знаю, где он, как он. Так-то был знаком, лично знаком. Вместе был, куда мы ездили, в Лондон, когда Масхадов ездил в Лондон, встреча с Маргарет Тэтчером, ну, мы в то время вместе были. Сейчас, секунду, разберусь тут. Евгений Петров, ты пишешь, да, вот я не пропущу твой вопрос. А было уважение к российским военным, военным врачам, врачам-хирургам, но я просто не понял вопроса. Но я могу точно сказать, что, к примеру, наши хирурги, да, оперировали, лечили, спасали жизнь российским оккупантам, солдатам и офицерам. Ну, про это я могу даже пофамильно говорить. Так.
Я понял. Евгений Петров, ну теперь понял. Если брали в плен военных врачей, ну вот этого я не помню, чтобы в плен попали военные врачи. Нет, не припомню. Первый военнопленный, которого я увидел, это был ФСБшник. Вот такая морда. И первый мой вопрос ему был, я говорю, спрашиваю, у тебя семья есть? Он говорит, да, есть. А кто? Вот жена, дети. Я говорю, ты подумал до того, как приехать сюда о них? И молчит такой. Молчит. Потом его обменяли. Так, ну что, пойдем вместе? Великолепный Горец. Да, я помню этот случай, просто не буду зачитывать эти фамилии. Тебе отвечу лично. Помню этот случай. Чечен война, вот ты пишешь, давайте сейчас заканчивать уже, к концу идем. Ты пишешь, интересно, простит ли нас Аллах за то, что мы не оказались рядом со своими братьями. Ну, вот почему мы все делали все, что было в наших руках, к примеру, даже дуа, и даже сегодня не поздно. И у нас есть такой долг продолжать, хотя бы говорить, да, противостоять той пропаганде российской, там, пропаганде, доносить эту правду, хотя бы это делать. А так со временем все будет хорошо, иншаллах. Дейля Машахил, Леди 1974. Так. Уже несколько раз прощаюсь. Аллах слышу, Масана. Али Алибаев, валикум салам. Аллах рейса, Масейра Дульцева, Азат Колбу, Аллах. Чечен война. Анзор, ты был на похоронах, когда убили Аслана Масхадова? Как проходили похороны без тела и выражали ли соболезнования кто-то из властей? Ну, мы, чеченцы, мы очень хорошо знаем те чувства, когда у нас даже есть такое выражение, мы как говорим, похороны без тела, да? Действительно так это происходило, потому что его тело не вернули, не дали похоронить даже. И у нас таких наших братьев и сестер тысячи, которых убили, тела там сожгли, убрали, вообще исчезли, захоронили где-то, как говорится, в братской могиле. Приходило очень много людей в тот день.
У меня даже видеозаписи есть, остались. Ну, пока я что-то не хотел выставлять это видео. Очень много людей, не только чеченцы, были ингуши, азербайджанцы, другие, дагестанцы и так далее, и так далее. Очень много людей было. Приходили, уходили, стояли вместе с нами. И, конечно же, кто из властей приносил соболезнования, ну, мне сейчас это не хочется называть имена по некоторым соображениям. Да, Чечен, правильно. Володя Сидоров, ты помнишь своих соседей, которые живут на Державином? Я даже не знаю, где эта улица, не помню, где находится. Хорошо, ну тогда хочу поблагодарить всех, именно всех. Я просто дочитывал. Еще раз благодарю всех. Что-то я не могу уйти. Какой дом? Какой Державина? У меня не было дома на Державине. Ты о чем? Какой дом на Державине? Спасибо, Евгений Петров. Ларис Масана. Еще раз благодарю. Всем мира. А он, иншаллах, будет Ларис Ларбуа. Ларбуа Шашлараби. Адыкрай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.